Состоялась встреча министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Александра Артемьева с журналистами, где он рассказал о ходе кормозаготовительной кампании. Кормозаготовительная кампания, можно сказать, в полном разгаре. Действительно, сегодня говорят о том, что северные районы травостой еще невысокий, поэтому в ожидании, но вся республика сегодня, я считаю, что трудится. Наш план на этот год 493 тысячи тонн грубых кормов заготовить, почти 14 тысяч тонн силоса и 13 тысяч тонн с лишним тонн это заготовка сенажа. В этом году приобрели 2 силоса уборочных комбайна. Один находится в КПК «Крестьян» Сунтарского района, второй ООО «НАМ» Верхоневлийского района. Ну, почему эти предприятия? Потому что для них был завезен скот в прошлом году. Конечно, кормовая база желает лучшего, но думаю, что в перспективе оно результаты и плоды свои даст. Сенозаготовка у нас сегодня результат, по сравнению с прошлым годом мы идем почти наравне, но тем не менее я считаю, что мы в плане отстаем от графика. 7813 тонн. Решение оказать финансовую поддержку в виде транспорта муниципального района, которые сегодня будут испытывать трудности. И председатель правительства заметила то, чтобы в этом плане мы сделали критерий хозяйствам, которые имеют поголовье свыше, там на критерии будет Минсельхоз делать, соответственно, это как распоряжение. Завтрашним днем мы должны этот вопрос решить. Также Александр Еремеевич рассказал ИСИА о новой государственной поддержке якутских фермеров, о программе оздоровления. 270 миллионов рублей будет выделено крупным сельхозпредприятиям. В программе вошли такие предприятия, как сельскохозяйственные производительные кооперативы Керестях Сунтарского улуса, Тумул Мегино-Кангаласского улуса, Победа Татинского улуса и другие. Туда попасть могут только хозяйства, которые на сегодня имеют на 1 января 2015 года 100 дойного стада. То есть прошло 4 отбора, завтра будет 5 отбор, где-то у нас на сегодняшний день 40, ну и порядка 5-го отбора сегодня прогноз дают, если защитятся еще 4 предприятия, 44 предприятия. Ну, такая форма была сделана не зря, все-таки. Мы сегодня в какой-то части меры смотрим на почаще организованных форм хозяйств. Это наше производство, наше будущее, но не в разы, ни в коем случае личное подсобное хозяйство, те же фермерские, крепкие наши хозяйства, они тоже должны быть во внимании. Поэтому эта программа будет работать 3 года. И основная задача это увеличение и не было долгов по заработной плате. Направления такие узкие, они не на, на приобретение, на обновление техники.